Достаточно здесь у вас средств? Да. Запасы есть? Да. Есть. Добрыми словами выражаете. Доброту, вежливость. Передайте вот эту атмосферу свою. Голосование по поправкам в Конституцию стартовало. Готовность избирательных участков Магаса и Назрановского района проверил глава республики. Одобряю те изменения в Конституцию Российской Федерации. Да, я В регионе открыты 137 избирательных участков, но отдать свой голос также можно, не выходя из дома. Все для удобства и безопасности. Уважаемые депутаты, весеннюю сессию Народного собрания Республики Ингушетия 2020 года объявляю закрытой. 20 законопроектов рассмотрено, и 19 из них были приняты. В Народном собрании Ингушетии прошло 77-е заседание депутатов. Выбрали профессию спасать людей. Расскажем, как сдавали сегодня экзамен студенты пожарно-спасательного колледжа. Песни фронтовые, награды боевые, красные тюльпаны, встречи ветеранов и салют полнеба огромный, как победа. Кто же стал лучшим в исполнении патриотических песен ко Дню Победы? 4 флешмоба из свыше 250 участников. Покажем церемонию награждения. Ингушетия, новости 24. Здравствуйте. Сегодня в 8 часов в Ингушетии, как и по всей стране, началось голосование по поправкам в Конституции Российской Федерации. Готовность избирательных участков, открытых в зданиях среднеобразовательных учреждений Магаса и Назрановского района, предварительно проверил глава республики. Махмуд Али Калиматов лично ознакомился со всеми этапами, предусмотренными бесконтактным порядком голосования, и оценил условия труда задействованных в процессе работников. Подробности в сюжете. Глава региона лично убедился в том, что участковые избирательные комиссии по региону к работе готовы, как стационарно, так и вне помещений. Он еще раз призвал организаторов поддерживать соблюдение мер общественной безопасности на максимальном уровне, подчеркнув, что республика перешла только ко второму этапу выхода из самоизоляции, и угроза сохраняется. Для соблюдения санитарной безопасности на участках предусмотрены отдельные входы и выходы для потоков голосующих. Все пункты, помимо арочных металлодетекторов, оснащены антибактериальными ковриками и санитайзерами. Каждый избиратель на входе проходит процедуру бесконтактного измерения температуры, после чего получает индивидуальный пакет с маской, перчатками и одноразовой ручкой. Вписываетесь, получаете бюллетень И направляемся голосовать. А сколько у вас на дому? Сегодня, на сегодняшний день мы получили 3 заявления. 3 заявления. 3 заявления, да, на голосование. Есть урны. Да, есть, конечно. Есть переносные специально. Вот. Все, есть. Очень осторожно. Избирательные участки будут работать с 25 июня по 1 июля. Процедура голосования распространена на недельный срок в соответствии с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В целях обеспечения безопасного голосования Минпромсвязи Ингушетии закуплено суммарно более 350 тысяч одноразовых масок, перчаток и одноразовых халатов, порядка 90 тысяч ручек, а также антисептики, распылители, защитные экраны, бесконтактные термометры, одноразовые стаканы для воды. А вода? Бутылки, ящиков 10 поставьте, обеспечить для голосующих. Значит, на всех участках проверили что-то. Маршрут голосующих граждан определяется разметкой и указателями движения. Члены участковых избирательных комиссий следят за тем, чтобы граждане соблюдали дистанцию 2 метра. Надо отметить, что все работники также обеспечены средствами защиты, одноразовыми халатами, экранами, масками и перчатками. Достаточно здесь у вас средств? Да. Запасом есть? Да. Есть. Добрыми словами выражаете. Доброту, вежливость. Передайте вот эту атмосферу свою. А так хорошо. В
Всего в регионе организована работа 137 участковых избирательных комиссий. Проголосовать по поправкам в Конституцию можно несколькими способами. Лично на своем участке или на дому, вызвав члена УИКа. Последний вариант особенно рекомендован возрастным гражданам и лицам, входящим в категории риска приобретения тяжелых последствий для здоровья из-за коронавируса. Диана Дударова, Хусен Гагиев, Рахман Цуров, Новости 24. Голосование по внесению изменений в Конституцию началось по всей России. От Калининграда до Владивостока в стране открылись 96,5 тысяч избирательных участков. Подготовка к общероссийскому голосованию шла долго. Один из важных вопросов, стоявших перед Центризбиркомом – обеспечение безопасности голосующих. Чтобы отдать свои голоса, на участке пришли не жители селения Троицкое, а маломобильным и пожилым гражданам ящик с бюллетенем доставляли прямо домой. Репортаж Светланы Томовой. Это не формальность, а обязательные правила во всех УИКах. Мерить избирателям температуру, давать при входе маски и перчатки. Избирательный участок номер 801 в сельском поселении Троицкое открыл свои двери в 8 утра. За это время успели проголосовать несколько жителей села и сами члены УИКа. Хасан Балаев – наблюдатель на этом участке. Он знает, насколько важны и значимы эти поправки для жителей страны. Поэтому начал свой день с голосования. В этих поправках обновления очень много приоритетных, самых нужных поправок внесли законодатели. Скажу так, самым главным, я считаю, приоритетом, при любых случаях, при любом кризисе, там написано, что обязательства, взятые государством, они будут исполнены в любых случаях. А это самое важное для простого гражданина, для простых людей. Более того, я скажу так, для этих чиновников, государственным служащим, чтобы они не имели двойного гражданства, чтобы они не имели за рубежом счета, чтобы они прямо уже обернулись и прямо были диалоги с простыми людьми, с простыми гражданами. Это уже придает патриотизм, проявление ответственности своему народу. Всего на этом участке 2600 избирателей. Правда, не все смогут прийти сюда. Кто-то уже в возрасте, у других состояние здоровья не позволяет. Именно к таким людям сегодня и отправились домой члены избирательной комиссии. Обязательное правило – соблюдение социальной дистанции. Таким избирателям в пакете вместе с бланками дают одноразовую ручку, маску и перчатки. Хасинат Ханиевой 86 лет. Прийти на избирательный участок она не смогла бы. Бабушка уверена, все, что делается во благо народа, необходимо поддержать. Поэтому она отдает свой голос за поправки в Конституцию России. Аюбу Хашиеву 92 года. Дедушка прекрасно помнит времена, когда им пришлось очень нелегко, нуждались практически во всем. По его словам, сегодня мы живем в мирной стране, где многое делается для развития человека, его становления и защиты прав. Поэтому его ответ однозначен. Одобряю те изменения в Конституцию Российской Федерации. Да, я хас. Муса Гаракоев находится дома на самоизоляции, поэтому прийти на участок самому не представлялось возможным, а выполнить свой гражданский долг хотелось с первого же дня голосования. Потому он и попросил члена УИКа прийти к нему домой. По его словам, эти поправки самое важное, что могло случиться за последние годы в нашей стране. От этих выборов я ожидаю изменения в лучшую сторону во всех сферах. Всего в сельском поселении Троицкое свыше 7,5 тысяч избирателей. Для них открыты 3 избирательных участка, каждый из которых оснащен всем необходимым для удобств и безопасности желающих проголосовать. В Семисунском районе всего 17 избирательных участков. На день голосования сегодня в 8 часов все участки были в полном готовности о приеме избирателей на голосование. Всего 25 150 избирателей на территории района. Все участки оснащены всеми необходимыми материалами, которые для проведения выборов. И заявления уже приняты, и они сегодня, сейчас 10 часов начинают, вне помещения, начинают свою работу голосования. Как отмечают члены УИКа, работать они будут вплоть до 1 июля с 8 утра и до 8 вечера. Светлана Томова, Магомед Белакиев. Новости 24.
На то, чтобы проголосовать за или против, россиянам дается неделя. Это сделано для того, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках. Для удобства избирателей предусмотрено и надомное голосование. К примеру, жители селения Верхние Чулуки гражданскую инициативу проявили, не выходя из родных стен. Желающих проголосовать дистанционно оказалось много. Тамара Хашагульгова продолжит. Целая неделя на выбор, но кто-то уже давно определился с ним. УИК 522 Верхних Ачалуков с первых минут принимает своих первых голосующих. Дезинфекция и социальная дистанция в приоритете. Как говорят организаторы, сходить на избирательный участок безопаснее, чем в магазин. Но если кто-то все-таки сомневается в этом или просто не может прийти сюда лично, члены избиркома навестят дома. Здесь все как на настоящем участке. Защитная маска, ручка и урна для бюллетеней. А вместо кабинки собственный дом. Ведь тайну избирания никто не отменял. Асма Богатырева в числе тех, кто голосует у себя. 2 перенесенных инсульта не позволили ей прийти на участок лично. Но упускать возможности выразить свое решение она не захотела. С поправкой на хайвей цуик школ яхитер. Доступность образования митигич. А цуик школ егел штхашт. Дук бирж датха, дук гена етхон. Ах я действительно 6 километров, ай 6 километров юхе. Я автобус ястон. Таких, как Асма, в одних только Верхних Ачалуках около 20 человек. Причины у всех разные. Кто-то не может прийти в свой УИК по причине занятости, кто-то из соображений безопасности, а для кого-то это физически трудное решение. Тамерлан Беков страдает ДЦП. Любые передвижения даются ему тяжело. Но он считает, что это не преграда для того, кто желает проголосовать. К слову, он руководитель благотворительной организации. Очень надеется, что если поправки вступят в силу, то многие инвалиды получат дополнительную поддержку от государства. Ведь об этом гласит статья 114. Поддержка инвалидов есть. Но ходу инда ходу футбол антик дроду со. Сукат ждёна. Голосовать бада каждый ждёна. А до суурдуш. Тагын азишаш метти дияна. Харса хандас бадырма. Поправка худшадыр. Дикаш орамадас. Муж орамал хандас. Следующая на очереди Пятимат Гогиева, бабушка в группе риска, ей 80 лет. Рада, что на этом голосовании внести свой вклад в будущее страны можно, не нарушая режима самоизоляции, предусмотренного для категории 65+. К тому же сама процедура голосования не занимает много времени. Индексация пенсии. Статья егевель дикрецун. Пенсия атогож атони физ. Я галбусачан олхди. Тони Несмотря на то, что голосование проходит дома, правила его проведения никто не нарушает. Тем более, что за этим процессом следят специальные наблюдатели. Нареканий пока нет. Все организовано хорошо, как полагается, по закону. Мы только начали, пока есть звонки, будем выезжать. Люди начали активно пока приходят, я думаю, будут посещать, явка будет. Сделать правильно значит осознанный выбор. Голосовать дома просто и безопасно. Все, что для этого нужно, подать письменное заявление или устное обращение в свою участковую комиссию. К слову, сделать это можно с 16 июня и до 1 июля до 17:00 включительно. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24. Руководство управления Росгвардии по Ингушетии совместно с региональной избирательной комиссией предприняло меры для организации выездного голосования по поправкам в Конституцию. Его провели в местах дислокации территориального органа Росгвардии в Ингушетии и в подведомственных подразделениях. Такое решение принято в связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также с целью соблюдения конституционных прав сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Голосование организовано путем привлечения выездных участковых комиссий и подвоза переносных избирательных ящиков к местам службы с предварительным измерением температуры каждого участника с помощью бесконтактного медицинского термометра. Весь личный состав управления вневедомственной охраны Росгвардии Ингушетии принял активное участие в голосовании. Избирательной комиссии Республики Ингушетия подготовлены комплект средств индивидуальной защиты и одноразовые шарики ручки за счет полной численности всего голосующих во всех местах дислокации, а именно Управление Росгвардии по Республике Ингушетия, Управление местной охраны Республики Ингушетия, филиалах УО, Магаз, Карабулак, Сунжа, Малгобек, Назрань.
Активное участие в голосовании приняли жители Магаса, Сунжи, Карабулака, Икажева и Али-Юрт. Затем, как избиратели исполняли свой гражданский долг, следили съемочные группы НТРК. Подробности в репортажах наших корреспондентов. Голосование проходит с соблюдением всех правил безопасности. Процедура не занимает много времени. Те, кто пришел без масок, средств защиты выдают на месте. На месте же проверяют температуру и дезинфицируют руки. В зал, где проходит голосование, пускают сразу несколько человек. Это только потому, что здесь разграничена четкая дистанция в 2 метра. А уже после того, как гражданин отдал свой голос, он направляется к отдельному выходу и покидает помещение. Голосование абсолютно безопасно. К урнам пускают только по одному, а до этого каждый ждет своей очереди и показывает паспорт, но не дает в руки, как это было раньше. Алаудин Евлоев, прежде чем прийти и отдать свой голос за грядущие перемены, тщательно проштудировал каждую статью. По всем параметрам, многим пунктам она мне как бы близко и подходит. Есть в Конституции пункт такой, что я уже возраст пенсионера. Там есть такие поправки ниже прожиточного минимума и индексации каждый год. Также есть и по границам тоже имеется там статья, что незыблемость границ есть тоже подходит. Есть там еще пункт волонтерства, тоже про волонтеров, про медицину описано. Есть еще много таких пунктов, которые приемлемы, которые людям и старшего, и среднего, и младшего возраста, которые могут найти себя в этом пункте, какие-то это самое. Есть про чиновникам, что не имеют гражданства, двойное гражданство не могут иметь чиновники. На расстоянии 1,5 метра они стоят и ждут своей очереди для того, чтобы проголосовать за будущее России. Поправки направлены на то, чтобы укрепить трудовые права граждан, зафиксировать принципы индексации, установить адресный характер поддержки людей, оказать помощь многодетным семьям. Все эти понятия переводятся на конституционный уровень. Новая конституция, поправки идентичности, национальной идентичности, административных границ, также религия, где вот прописано новая конституция. Из-за этих поправок и других решил сегодня прийти и исполнить свой гражданский долг, проголосовать. Только в селении Икажево с 8 утра начали свою работу 6 участковых избирательных комиссий. Члены участка вместе с наблюдателями в первой половине дня обрабатывали заявки людей, которые решили проголосовать вне помещения. А сейчас до 8 вечера здесь продолжают принимать людей на месте. Так как у нас сегодня только лишь первый день голосования, я считаю, что у нас явка довольно-таки хорошая. По 30 включительно будут в течение дня. И, конечно, основной день голосования 1 июля. Я надеюсь, что наши избиратели охотно все придут и проголосуют за поправки Конституции Российской Федерации. Полной защитной экипировки на участковой избирательной комиссии в селении Али-Юрт. Обязательная дистанция, движение по стрелкам, все строго по регламенту. За соблюдением правил и процесса голосования следят наблюдатели. Голосование проходит в штатном режиме, нарушений никаких зафиксировано у нас не было. Выезжали вместе с избирательной комиссией, выезжали наши наблюдатели по выездным участкам к людям, которые не могут сами прийти проголосовать. Также на участке без нарушений, средства защиты все есть. В принципе, все проходит в штатном режиме, за это мы отчитываемся. Не оставаться в стороне, когда здесь и сейчас решается важный вопрос для государства и прежде всего для его жителей. Поправки, касающиеся в части доступности медицины, жители считают особенно необходимыми. Прежде всего, если граждане проголосуют за поправки, то получат новые социальные гарантии, которые были невозможны в 1993 году. Эта конституция была принята в 90-х годах при Ельцине. Она была принята для олигархов, не для народа. Сейчас она принята для народа, принимается. В селении Али-Юрт всего 2 избирательных участка. Голосовать можно по месту нахождения, даже если гражданин не успел оставить заявление заблаговременно. Эту проблему можно решить на месте. Голосовать на участках разрешают только от 8 до 12 человек. По количеству, если из числа избирателей, я думаю, явка неплохая на первый день. Голосование продлится неделю. Подсчет голосов начнется в основной день, 1 июля, после 8 вечера. Проголосовать можно на любом участке, бесконтактно, на дому и даже во дворе. Важен каждый голос. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.
Для Магомеда Костоева сегодня особенный день. Парень не только принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию, но и впервые в жизни делает свой осознанный выбор ради будущего страны. Обучаясь в Венгурском государственном университете, Магомед активно занимается волонтерской деятельностью и решил поддержать изменения в основной закон для развития этого и других направлений. Возможно, мой голос как-то решит исход какого-либо поправления Конституции, и поэтому я решил сегодня прийти сюда и проголосовать. Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации обязан прийти на эти выборы и проголосовать. Избирательный участок под номером 302 развернули на базе лицея «Детский сад» города Магаз. По мнению наблюдателей, все проходит на должном уровне, без каких-либо нарушений. Организаторы попытались разнообразить процесс голосования и скрасить его легким досугом для голосующих. С 8 утра двери образовательного учреждения были распахнуты для столичных избирателей. К слову, при входе уложили дезинфицирующий коврик, а внутри для голосующих приготовили термометр, маски, перчатки и антисептик. Нужно отметить, что все удобства предусмотрели не только для голосующих на избирательном участке. Маршрут избирателя, он предусмотрен таким образом, чтобы входящие не пересекались с выходящими людьми. Таким образом мы минимизировали контакт между избирателями. Следующий момент в данной работе избирательного участка – это то, что очень много выездных голосований. Это также минимизировало контакт между избирателями. Всего для голосования в городе было открыто 4 избирательных участка. Это 3 школы и Магазский центр культурного развития. В УИКе номер 304 также с раннего утра проходит голосование по поправкам в Конституцию. Спасибо большое. Один вход, один выход. Одновременно могут зайти только 2 человека. Согласно регламенту голосования, избиратели должны соблюдать строгую дистанцию и носить средства индивидуальной защиты. За соблюдением правил здесь внимательно следят наблюдатели, в том числе от Общественной палаты республики. Мы с вами можем наблюдать, что все меры предосторожности в связи с ситуацией в стране, с пандемией соблюдаются. То есть это индивидуальные средства защиты предоставляются каждому голосующему. В том числе наблюдатели, члены комиссии применяют все меры предосторожности. Ну и, соответственно, те, кто приходит на участок, для этого имеется отдельный выход, то есть после голосования. Ну и все сопутствующие условия соблюдаются. Помимо требований к безопасности, процесс голосования мало чем отличается от ранее проводимых выборов. При себе избирателю необходимо иметь паспорт и предъявить документ при оформлении бланка. Мы сверяем данные для того, чтобы удостовериться, что мы принимаем на избирательном участке гражданина Российской Федерации. Он расписывается в получении бюллетеня, забирает его, проходит в кабинку для голосования, там ставит и проявляет свою гражданскую позицию, после чего сворачивает бюллетень и опускает его в урну. После этого покидает место голосования. По итогам сегодняшнего голосования в городе Магаз свои голоса отдали более 1000 человек на всех избирательных участках. Делать какие-то выводы еще рано. До 1 июля у всех желающих еще есть время прийти и отдать свой голос за или против изменений в основной закон Российской Федерации. Михаил Тангиев, Магомед Дидиков, Новости 24. Маски, перчатки, а после измерения температуры термодетектором. Эти несложные правила обеспечивают максимальный уровень защиты голосующих от вируса. Сегодня на избирательный участок 903 в Сунже большинство людей пришли в первой половине дня. Очереди нет, все благодаря условиям проведения голосования по поправкам к основному закону страны. На участке люди разных социальных групп и возрастов. Амир Гандаров с присущей молодежи любознательности изучил поправки от и до. В общем, отдал свой голос сознанием дела. Считает, что внесенные коррективы просто необходимы. Я, как впервые участвующий в голосовании, уверен, что необходимо воспользоваться этим правом, которое гарантирует Конституция. Я надеюсь, что эти поправки принесут многого позитивного и полезного в нашу страну в целом. Избирательный участок под номером 903 развернули в здании Дома культуры. Наблюдатели отмечают активность избирателей и вместе с тем сознательность в отношении выполнения всех предписанных норм голосования. Нарушений никаких нет, а средства защиты имеются, а все идет в плановом режиме.
Индексация пенсий, медицина и сохранение целостности субъектов и народов. Перечень поправок так или иначе охватывает большинство сфер нашей страны. Население заранее было хорошо информировано по теме голосования через средства массовой информации и интернет, поэтому выбор сегодня по-настоящему обдуманный и взвешенный. Рукият Махлоева, как работник библиотеки, голосует за поправки в Конституцию, ведь изменения предполагают сохранение культуры и языков разных народов. Почти все поправки целью является приоритетом человек и его права. Например, есть поправки в Конституцию, статья 68, там гарантируется право всех народов России на развитие и изучение своего родного языка. 9 избирательных участков расположены по всему городу. Участок номер 901 расположился на территории Сунжинской 4-й школы. Помещение позволяет принимать сразу несколько человек, при этом соблюдая безопасное расстояние. А антисептики и маски минимизируют процент заражения COVID-19. Хамзат Зугаев работает преподавателем истории. Ему, как учителю, очень импонируют новые поправки, ведь изменения положительно скажутся как на его работе, так и на историческо-культурном наследии нашего народа. К слову, свою активную гражданскую позицию он проявляет не впервые. Как мы знаем, действующая Конституция была принята 12 декабря 1993 года, и с течением времени, естественно, требуются определенные поправки в действующий закон, хотя он не является стабильным законом, основным законом, но все-таки время диктует необходимость определенных поправок. И вот эти поправки, именно некоторые из них, особенно сегодня, и принимаются, как я считаю. Все те, кто не смог посетить избирательный участок, могут проголосовать вне помещения. Для этого достаточно позвонить в участковую избирательную комиссию. Чтобы узнать номер, нужно перейти на сайт избиркома Ингушетии и в разделе «Избирательные комиссии» выбрать нужный участок, после чего высветится вся контактная информация. Самое главное — не оставаться в стороне, когда здесь и сейчас решается важнейший вопрос будущего нашей страны. Идрис Ижиев, Магомед Аскиев, Новости 24. Из 137 избирательных участков, открыто по всему региону, 8 распахнули свои двери в Карабулаке, 2 расположились в 3-й школе. Это 208-й участок. За все дни голосования готовится принять всего 2700 избирателей. За час сюда пришли порядка 100 человек. Это закон нашей жизни, Конституция, она не может стоять на месте. Время меняется, люди меняются, ситуации меняются, мир меняется, и безопасность тоже, нужно тоже по-другому рассматривать его. И люди, понимая это, в основном люди понимают, что эти поправки нужны были сегодня. С мнением, что новые поправки назревали давно, согласны многие жители Карабулака. Один из них — Хусейн Амаков. Депутат городского совета поспешил в участок первый же день голосования. Я думаю, эти поправки дают карт-бланш нашему населению, нашему государству успешно развиваться, идти вперед дальше. Сказать «да» новым поправкам, которые, возможно, внесут в основной закон страны, пришла и Лариса Харсиева. Несмотря на ограничения со здоровьем, женщина все же посчитала важным выполнить свой долг российского гражданина. К тому же отдать свой голос за некоторые нововведения в Конституцию просто необходимо, уверена она. Например, бесплатное среднее образование, медобслуживание и повышение соцвыплат. Чтобы наши дети могли получать своевременное образование, обучение, также медицинскую помощь. Все нуждающие, которые в чем-то нуждаются, могли спокойно себе обратиться к вышестоящим чиновникам и получать. И также достойно, чтобы наши руководители, наши учителя, наши медицинские работники могли достойно получать свою зарплату за свою проделанную работу. Индексация не реже раза в год. И отношение к инвалидам, отношение к пенсионерам, отношение к детям, что государство приоритеты расставило таким образом, что ребенок защищен. Он защищен обществом. Первое в стране общероссийское голосование за поправки в Конституцию из-за пандемии проходит с соблюдением всех мер безопасности. На входе тут же идет проверка температуры и дезинфекция рук. Вход без масок и перчаток строго воспрещен, а тем, кто забыл, выдают тут же на месте. За раз на участке принимают не менее 3 человек. Все члены избирательного участка тоже в специальной экипировке. Правда, главное правило на всех выборах для избирателей остается прежним. При себе нужно иметь паспорт. Но отдавать его в руки работников УИКа нельзя.
просто показать на месте, при этом не переходя через ограничительную линию на полу. Те же правила и процедура голосования проходят и на соседнем избирательном участке номер 207. До 2 часов работники УИКа также успели выехать с сотрудникам силовых структур непосредственно на рабочие места. Кроме того, при необходимости собираются проводить и голосование на дому. Я согласна с этими поправками, и нам нужны для наших детей, для будущего наших внуков и детей. Я думаю, что они нужны все-таки. На каждом из участков приняты необходимые меры для общественной безопасности. Все они оборудованы металлодетекторами, на страже порядка и сотрудники правоохранительных органов, а за чистотой выборов внимательно следят общественные наблюдатели. Если человек не прописан и не подал заранее заявку о том, что он будет голосовать на данном участке, естественно, его не допустят до голосования. Здесь никаких нареканий, никаких нарушений, эксцессов не было. Все проходит на должном уровне, все правильно. В связи с эпидобстановкой процесс голосования растянули до 1 июля, чтобы любой избиратель мог прийти в удобное ему время и проголосовать. Дана Плива, Магомед Белакиев, Новости 24. Основной день голосования – 1 июля. Но для максимальной безопасности граждан и недопущения распространения вируса участки будут работать в течение недели. Большинство жителей уже изучили поправки, вносимые в Конституцию. В регионе открыты 137 участковых избирательных комиссий. Жители Ингушетии, как и все россияне, по формату плебисцит голосуют «за» или «против». Всего поправок 206. Что о них думают жители региона, расскажет Хава Гагиева. Сохранение природного богатства для потомков и будущего – одна из главных задач государств сегодня. Амина Полонкоева уверена, что Горная Республика в состоянии удивить каждого, поэтому важно беречь и ценить то, что мы имеем. Поправка в Конституцию в той или иной мере затрагивает все эти направления. Чистый воздух, чистая вода, система обращения с твердым коммунальными отходами, внедрение наилучших доступных технологий, сохранение лесов и уникальных водных объектов. 206 поправок, и все направлены на изменение жизни в лучшую сторону. На сегодняшний день больше всего импонирует вопрос социальной гарантии. Это касается индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат. Каждый гражданин России должен чувствовать себя защищенным, должен быть уверен в поддержке государства в течение всей своей жизни. Для себя я, как представитель зависимой от социальной поддержки, определилась и правильно понимая политику партии и правительства, отдам свой голос. У нас есть такая возможность, и я думаю, что все жители Республики Ингушетия также поступят 1 июля, когда придут на избирательные участки и проголосуют за Конституцию нашего государства, к чему я их призываю. Неразрывно с этой поправкой следует и другая – поддержка волонтеров, которая обязывает правительство поддерживать их, усиливать роль гражданского общества в реализации государственной политики. Абубакр Индиев полностью согласен с ней и понимает ее значение в современном обществе. Волонтер же, она может пелче, халхар замга, ярже, адолзы, снабжаться, да, щедял духе, что наха гону услуги, арбуз, нахам, массанаха, я в мире больше бы нах. А в голове мягко, аста я хаму может хантелче, я волонтер же, щедял духе, юж наха гону услуги, она безум больше, арбуз хам нахди. А таган война хак да, я волонтер же, аж да, хам ахам поддержки, ахам вы могут типа садалы, ахам вы могут типа, ахам гону услуги. Переживать из-за эпидобстановки тоже не нужно. На участках все предусмотрено для индивидуальной защиты. Маски, перчатки, антисептик. К слову, в Магасе 2 избирательные комиссии находятся на территории школы. Поэтому не отметить изменения в статье о поддержке российской науки нельзя. Поправка требует от правительства обеспечить процесс научно-технического развития. Дети являются приоритетом государственной политики Российской Федерации. И государство сделает все возможное, то есть обеспечит все меры поддержки, которые позволят детям вырасти образованными, патриотичными, интеллектуально развитыми и в физическом, и в духовно-нравственном отношении. В общем, сколько людей, столько и мнений, а значит, важно исполнить свой гражданский долг, не забывая при этом о мерах безопасности.
Голосование по поправкам в Конституцию уже началось. Сегодня первый день, а, как известно, будет оно проходить на протяжении недели. Это сделано для того, чтобы не собирать огромное количество людей на участках. Прийти и сделать свой выбор должен каждый, ведь от этого зависит наше будущее. Хава Гагиева, Магомед Шаухалов, Новости 24. И к другим новостям. 20 законопроектов рассмотрено, и 19 из них были приняты. Перед уходом на парламентские каникулы в Народном собрании Ингушетии провели 77-е заседание депутатов. Участие в нем приняли представители администрации главы, правительства республики, прокуратуры, Министерства финансов региона. Все подробности в репортаже Дианы Дударовой. Сегодня у народных избранников заключительное заседание весенней сессии 2020 года. Депутатам предстоит рассмотреть республиканские законопроекты. В их числе и законы о внесении изменений в Конституционный закон, о порядке внесения изменений в некоторые законодательные акты, о представлении сведений о доходах, расходах и имуществе. Законопроект был внесен правительством Республики Ингушетия, принят в первом чтении на внеочередном. Тоже был разослан субъектам права законодательной инициативы. Отзывы получены положительные. Если нет вопросов, также прошу принять его во втором чтении, коллеги. Так, проект закона, позволяющий продлить сроки представления сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря прошлого года большинством голосов «за» был принят во втором чтении. Также на встрече заслушали доклад о видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Ингушетии и документах муниципалитетов республики. Как вы уже в курсе, представленный законопроект прошел успешно процедуру первого чтения. Если нет вопросов, комитет предлагает и рекомендует принять представленный законопроект во втором чтении и соответствующее постановление по нему. Законопроект приняли сразу во втором чтении. При этом спикер парламента отметил, к законам, над которыми проведена тщательная работа, как правило, не возникает вопросов. Правда, проект закона о введении в действие на территории Ингушетии специального налогового режима вызвал много сомнений у ряда депутатов. Налог на профессиональный доход позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок, без рисков получить штраф за незаконное предпринимательство. Однако в регионах страны он везде действует в качестве эксперимента, что не обозначено в предложенном законопроекте на встрече. Для пояснения этого вопроса на заседание пригласили и представителей Минфина. В условиях пандемии федеральными органами власти было рекомендовано ввести на территории субъектов Российской Федерации налог на профессиональный доход. В связи с чем это было связано? Так как у нас сейчас мы принимаем законопроект, чтобы ряд налогоплательщиков были освобождены на 2-3 квартал от уплаты упрощенной системы налогообложения, патентной системы налогообложения, и другой ряд льгот был предоставлен. Поэтому у нас будут потери доходов бюджета республиканского и местных бюджетов. В связи с этим хотелось бы легализовать часть тех предпринимателей, которые занимаются на дому какой-то сферой деятельности. Переход на новый налоговый режим осуществляется добровольно. Физлица, согласно ему, облагаются налогом в размере 4%, юридические лица – 6%. Сейчас он действует в более 20 регионах страны. Остальные субъекты могут присоединиться по собственному желанию с 1 июля. По итогу дискуссии спикером парламента было принято решение перенести его рассмотрение на осеннюю сессию для тщательной доработки. Далее в третьем чтении были приняты и законопроекты, касающиеся налога на имущество организации, установление пониженной ставки налога на прибыль организации и исполнение бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ингушетии за 2019 год. Весенняя сессия пришлась на период эпидемии коронавируса. Тем не менее, законотворческий процесс не останавливался и осуществлялся в удаленном режиме. С января текущего года по настоящее время проведено 14 заседаний Совета Народного собрания. 10 заседаний Народного собрания, принято 18 законов, рассмотрено 212 законодательных инициатив президента России, федерального правительства, региональных законодательных собраний. Из них поддержано 186. Принято 260 постановлений Народного собрания. Проведено 59 заседаний комитетов, из которых 5 расширенных по наиболее актуальным для жителей республики вопросам.
В заключительную повестку заседания парламента были включены и ряд законодательных инициатив Федерального собрания, Государственной Думы, правительства России и законодательных собраний субъектов Российской Федерации. По итогу завершающего заседания спикер парламента заявил, что предстоящая сессия будет насыщенной и ожидается много работы, и пожелал депутатам набраться в отпуске сил для выполнения планов, намеченных на осень. Уважаемые депутаты, весеннюю сессию Народного собрания Республики Ингушетия 2020 года объявляю закрытой. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24. 23 июня в своем обращении о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, об экономической ситуации в стране и перспективах на будущее Владимир Путин поручил Пенсионному фонду осуществить дополнительную единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Денежные средства будут дополнительно перечисляться к ежемесячной выплате 5000 рублей на детей от 0 до 3 лет или к единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, который с апреля и июня текущего года выплачивается в соответствии с указом президента России от 7 апреля 2020 года за номер 249. Родители, усыновители, опекуны, которые уже обратились за ежемесячными и единовременными выплатами и уже их получили, не должны подавать заявление заново, а выплата будет перечисляться автоматически. Пенсионным фондом России и, соответственно, отделением Пенсионного фонда России по Республике Ингушетия на своем уровне проведены все технологические процедуры для своевременного осуществления дополнительной июльской выплаты. И сегодня мы можем с уверенностью заявить о высокой степени готовности к исполнению поручения президента России. И можем уверенно сказать о том, что каждый гражданин, каждая семья получит дополнительную своевременную выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка, имеется в виду, в течение июля. Тем, кто еще не обратился по какой-либо причине в органы Пенсионного фонда за ежемесячной выплатой 5 тысяч рублей и за единовременной выплатой 10 тысяч рублей, для того, чтобы получить плюс еще дополнительную выплату июльскую, необходимо будет подать заявление в органы Пенсионного фонда. Еще хочется обратить внимание на такой момент. Если в семье родился ребенок после того, как семья уже подавала заявление в органы Пенсионного фонда и получила все выплаты, на которые они имеют право, им надо будет подать еще одно заявление на родившегося ребенка, указав в этом заявлении только ребенка, который родился после получения этих выплат. Прежде чем подать заявление на этого ребенка, необходимо будет получить свидетельство о рождении и СНИЛС. И хочется еще раз напомнить о том, что выплата, ежемесячная выплата, единовременная выплата может быть осуществлена на детей, которые родились до 1 июля текущего года. То есть, попросту говоря, если ребенок еще в июне родится, даже 30 июня, то родители этого ребенка имеют право обратиться за выплатами. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года. Заявление подается любым удобным для наших граждан способом. Это можно лично подойти в клиентскую службу, можно также подать заявление через портал государственных услуг дистанционно. На сегодняшний день в Республике Ингушетия 95% уже воспользовались своим правом на ежемесячные и на единовременные выплаты. Тем, кто еще не обратился к нам, мы направили по каждому адресу уведомление об их праве на эти указанные выплаты.
Таким образом, мы использовали все способы информирования населения и довести до каждой семьи об их праве на получение государственной социальной помощи. Мы очень активно и масштабно используем все доступные средства массовой информации и таким образом очень проводим разъяснительную работу. И вот сейчас, пользуясь возможностью, еще раз хочу рекомендовать всем нашим гражданам, кто еще по какой-либо причине не обратился к нам за этими указанными выплатами. Мы ждем вас, просим вас подать заявление, как вам будет удобно, или лично в клиентские службы, или через портал государственных услуг. И каждое заявление будет рассмотрено, и по каждому заявлению будет принято решение. Сегодня в Миннате в торжественной обстановке вручили 130 сертификатов вынужденным переселенцам из Чеченской Республики и пригородного района. Надо отметить, что граждане, получившие документы на собственное жилье, более 20 лет проживали в стесненных условиях. Все хорошо, что хорошо кончается. Сахал, Ялрясхал. Хочу сказать, что те разговоры о том, что кто-то что-то требует, какие-то условия ставит, это неправда. То есть я стояла в очереди и по очереди получила. Никто никаких условий не ставил. Напомню, в 2020 году из федерального центра Ингушетия получила порядка 1 200 000 000 рублей на выдачу жилищных сертификатов. За все время было роздано около 29 сертификатов. Как отмечают в Министерстве по внешним связям, национальной политики, печати и информации Ингушетии, из-за коронавирусной инфекции эта работа была приостановлена. Мы, конечно, рассчитывали закончить во втором квартале выдачу сертификатов, но, к сожалению, пандемия нанесла определенные корректировки. Потому что не работал и Росреестр, и другие организации, которые необходимы справки для выдачи. Вот. Мы надеемся, что в третьем квартале закончим. И как докладывали главе, что в 2021 году мы сможем закрыть все оставшиеся, порядка 130 семей, которые остались до конца выдать всем людям жилищный сертификат. Было отрадно слышать, что подходили люди и говорили, что у них никаких не возникало проблем с выдачей сертификатов, они это могли все без всяких каких-то там проволочек и каких-то подобных моментов. Они получили сертификаты своевременно, без всяких проблем. Потушить пожар за считанные секунды, оказать первую помощь пострадавшим и ликвидировать последствия ЧС. Это лишь некоторые задания, которые предстояло выполнить студентам пожарно-спасательного колледжа. У них ответственная пора. Будущие спасатели проходят итоговую аттестацию. На демонстрационном экзамене студенты на практике показывали полученные теоретические знания. Все это вкупе позволяет сегодня еще студентам стать бесценными кадрами завтра. Эту вышку высотой в 14 метров Абубакар Арапиев покоряет уверенно, но аккуратно. Здесь, на площадке «Траверс-спуск», разворачивается настоящая спасательная операция. Цепляя карабин на крепление, при этом комментируя экспертам для записи все свои действия, он шаг за шагом поэтапно приближается к сдаче демонстрационного экзамена. Студент 3-го курса по специальности «Спасатель в чрезвычайной ситуации» признается, поначалу высоты боялся, уже потом, после практических занятий, страх вовсе исчез. Если, например, в другом месте есть пожар, невозможно подняться. Вот по этой линии поднимаемся, и мы туда перестегиваемся уже. Это десантер у нас с этой страховкой. Это осаплук, страховка. Когда спускаешься, если это называется усы, так сказать. Ну, страховка это тоже. 3-й курс, группа защиты в чрезвычайных ситуациях, сегодня сдает демонстративный экзамен на 7 площадках колледжа по всем направлениям. Это выполнение аварийно-спасательных работ при ДТП или при завалах, оказание первой доврачебной медицинской помощи, а также сердечно-легочная реанимация пострадавшего, норматив которого сдает на тренажере Хашбекар Бачалов. По его словам, карантинные меры и вследствие отсутствия практических занятий чуть не сказались отрицательно. И тем не менее, с заданием справился на отлично. До карантина мы готовились хорошо, но с наступлением карантина определенно
по 5 человек. Тренировка жая, Отделение формирования боевой одежды пожарного приступить. На счету каждая секунда. В условном месте произошло возгорание. Отделение из 3 человек надевает боевую одежду пожарного. У них максимум 29 секунд на полное обмундирование. А это шлем, куртка, брюки, пояс, который, если и схож с обычным, то только своим названием. Далее спасательный карабин, топор, берцы и так называемые краги. Преподаватель по тактике тушения пожаров Руслан Гамкартеев остался довольным результатом своих подопечных. В принципе, трудностей к этому экзамену не было, потому что наши студенты регулярно проводят тренировки по этим дисциплинам, по тактике тушения пожара, по надеванию боевой одежды пожарного. И единственный момент нам помешала, соответственно, самоизоляция, но из-за того, что студенты были подготовлены, экзамен проходит в нормальном режиме. И трудностей как таковых не ожидалось, и у нас есть соответствующее оборудование, студенты имеют знания, и в принципе можно сказать, что экзамен проходит на хорошо. Демонстрационный экзамен по компетенции спасательной работы. Сегодня все 28 человек отстаивали свое право называться спасателями по стандартам WorldSkills, который активно развивается по всей России. В дальнейшем это студентам даст положительную динамику и положительные возможности даст для устройства на работу и дальнейшего развития своей данной специальности. Учебно-тренировочные комплексы, расположенные вокруг пожарно-спасательного колледжа, воссоздают возможные варианты чрезвычайных ситуаций, какие нередко случаются и в нашем регионе. Все это вкупе позволяет сегодня еще студентам стать бесценными кадрами завтра. Тамара Хшагульгова, Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24. Наследники Победы, песни Великой России, Великой Победы, «Цвети, моя Ингушетия». 4 флешмоба, сотни участников и 60 победителей. В летнем амфитеатре в Насыркорте состоялось вручение грамот победителям конкурсов ко Дню Победы на лучшее исполнение патриотических песен. Всего участвовало больше 250 человек. Победителей выбрали по итогам зрительских симпатий. Подробности в сюжете. Награждается Мальсаков Абдул Малик за первое место в флешмобе «Песни Великой Победы». Здесь Абдул Малик. Абдулмалик Мальсагов идет быстрым шагом навстречу к своей первой грамоте. Воспитанник 11-го детского сада готовился к флешмобу особенно усердно. Как делится мальчик, откладывал время на игры, чтобы без паники выучить наизусть стих про победу в Великой Отечественной войне. Вместе со своей воспитательницей записал видеоролик и под хэштегом «Песни Великой Победы» отправил на сайт Госфилармонии. Я спокойно учил эту песню, но иногда пропускал, но хорошо учил. И наконец получил эту грамоту. Это меня обучает, чтобы я стоял лучше всех. Первая награда приносит больше всего эмоций. Ее он уже собирается поместить в рамку и повесить в свою спальню. А в будущем планирует разукрасить грамотами всю стену. Там он прочитал стих, который привел его к успеху. Песни фронтовые, награды боевые, красные тюльпаны, встречи ветеранов и салют полнеба огромный, как победа. Всего на церемонию награждения пришло 60 человек со всех уголков республики. А самую крупную награду забрали ученики детского сада «Страна чудес» из города Малгобека. 9 воспитанников приняли участие во всех представленных флешмобах, и ни один из них не остался без призового места. Как делится руководитель группы, такого исхода они и ожидали. Мы в течение года много работали с детьми. Некоторый материал повторили, а некоторый материал уже дома учили с родителями дистанционно. Мамы помогали. Детям очень нравится, они вообще в восторге. Им нравится учить песни. И вообще тема интересная для них была и про Ингушетию, и День Победы. И они с большим удовольствием принимали участие, готовились. 4 флешмоба, наследники Победы, песни Великой Победы, песни Великой России и «Цвети, моя Ингушетия». 250 участников и 60 победителей. В акциях мог принять участие любой желающий, без возрастного и социального ограничения. На официальном сайте филармонии за ними наблюдали тысячи зрителей и оставляли свои голоса за самое лучшее исполнение в каждом флешмобе. Мероприятие помогло сплотить ребят, дало возможность снова вспомнить историю России и Ингушетии, а также приобщить своих зрителей патриотизму и любви к родине. И в целях приобщения детей мы могли заметить и заметили, что очень яркие таланты
детей были, так скажем, показаны, увидены всеми теми, кто сегодня ждал вот этого, так скажем, такого конкурса. Это было все под патронажем правительства, Министерства культуры прежде всего и, конечно, за Государственной филармонией. Филармония являлась организатором этого флешмоба. Хочется огромное спасибо сказать всем тем организаторам, потому что они дали огромную возможность детям показать свои таланты. Это очень важно. Это мероприятие приобщает и, конечно же, развивает и дает огромный стимул для дальнейшего творческого развития. На этом флешмобы не заканчиваются. В дальнейшем традицию вести онлайн-мероприятия собираются по каждым тематическим праздникам, независимо от эпидситуации. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.